подняться на ту вершину. Осталось очень мало. Вы представить не можете себе, как мы устали. Погодные условия нас не останавливают, и мы продолжаем снимать наш влог. Который мы запечатлели. По какому крутому склону мы спускаемся. Здесь аккуратнее. Так, пора приветствовать наших зрителей. Как вы уже заметили, мы находимся на самом известном месте Чеченской Республики. Это жемчужина всего Северного Кавказа. Это Козиной-Ам. И давайте для начала посмотрим, как мы тут оказались. Какими судьбами? Я сегодня снимаю влог. Даже в такую погоду? А когда нам погода мешала снимать? И вправду. Ты куда собрался? Я еще не определился, если честно. А ты куда? Да я сегодня еду в Козиной-Ам. Ну давай тогда я тебе составлю компанию. Давай, давай. Ничего себе совпадение. Ну что, поедем дальше? Погнали. Козиной-Ам – одно из крупнейших озер Северного Кавказа, окруженное горами с субальпийскими лугами. Его также называют Голубым озером за кристальную чистоту его воды, в которой отражается небесный свод. Жемчужина Северного Кавказа, как называют озеро Козиной-Ам в народе, по официальной версии появилась после схождения оползня на реку. Причиной этого процесса могло стать землетрясение, которое произошло несколько тысячелетий назад. Тихая гладь кристально чистой воды – картина непередаваемой красоты. Один общий пейзаж уже стоит того, чтобы увидеть все это своими глазами. В ясный солнечный день озеро наполняется цветом. В нем отражается ярко-голубое небо, отчего поверхность водоема обретает сказочно насыщенный цвет. Природа Козиной-Ама просыпается позднее, чем в ближайших окрестностях. Здесь относительно холодно, а поэтому луга озеленяются летом. В это время горы усыпаны густой сочной зеленью. Фотографировать захочется много и долго.
Да, мы присмотрели вот этот домик. И сейчас будем заселяться и сообразим что-то на обед. Дождь до воды. Бисмилля. Ну как? Вода здесь не прогревается выше 18 градусов даже в летний период, а в нижних слоях максимальная температура составляет 7-8 градусов. Воздух над озером тоже не балует жарой. Водоем расположен высоко над уровнем моря, почти 2 километра, из-за чего погода здесь всегда прохладная. Зимой поверхность покрывается толстым льдом до 70-80 сантиметров. Дно озера прямое, глубина доходит до 74 метров. Уровень воды сильно меняется в зависимости от времени года. Кизиной-Ам – высокогорное озеро, а поэтому здесь холодно даже в жаркий летний день. Отправляясь в путешествие к водоему, возьмите с собой теплую одежду и закрытую обувь. Тогда погодные условия не будут вас отвлекать от самого важного. Озеро расположено одновременно в двух республиках – Дагестан и Чечня. Граница между ними делит озеро на две части. На данный момент мы находимся на дагестанской части озера. Совсем не чувствуется тяжесть от съеденного, и поэтому мы решили покорять вон те вершины. По всей видимости, из-за невнимательности посетителей здесь произошел пожар. И посмотрите, сколько деревьев погибло. Рация, ты посмотри на них, сколько их там. Теперь я почувствовал на себе, что такое подниматься в горы. Но устал очень сильно. Но удовольствие от этого не передать словами просто. Так, наша миссия на сегодня, вот последняя, подняться на ту вершину. Осталось очень мало. Вы представить не можете себе, как мы устали
И как мы высоко поднялись. Когда говорят о покорении таких вершин, как Эльбрус, например, я до сегодняшнего дня такого особого значения этому не придавал. Потому что я представить не мог, насколько трудно это. И покорив эту вершину, теперь я понимаю, каким себя чувствует человек. Вот реально я это сегодня понял. Вот по сравнению с Эльбрусом и с какими-то другими большими вершинами, вот это ничего не значит, но это нам удалось нелегко. Вот, например, мне. Вот следующая наша цель уже будет вон та гора. Иншаллах. В следующий раз мы будем лазить вон на ту гору. Посмотрите, какой резкий спуск отсюда. Уф, я даже боюсь туда подходить. Чтобы вы понимали, какой нам предстоит проделать путь по этому обрывистому и крутому склону, нам надо спуститься вон туда. Это где-то 1100-1200 метров. Да. И это будет нелегко, да? Ой, как нелегко. Ой, как нелегко. Ну, Может, останемся? я бы с удовольствием. Посмотри туда. Покажи. Очень красивое ущелье. Да, не то слово. Посмотрите, по какому крутому склону мы спускаемся вниз. Наконец мы спустились до дома. И на сегодня мы с вами прощаемся. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!